На территории Кыргызстана в большинстве случаев практикуется фиксированная заработная плата за труд человека в течение календарного месяца. Однако учителям присваивают почасовую зарплату. Проблема эффективности государственных расходов: больше 60% уходит на заработную плату тех работников, которые задействованы в госслужбах, считают эксперты. В данное время поднимается вопрос правильно. Но, с другой стороны, как это осуществить, механизм это осуществления, это вопросом остается. Но, тем не менее, мировой опыт показывает сейчас, многие работы можно удаленно, то есть дома работать, но вложиться на эффективность тех управленческих решений, которые принимаются, в основном разрабатываются, принимаются управленческие решения в государственном управлении. И насколько это существенно будет. То есть анализ и другие факторы можно и удаленно проводить, но тем не менее вложить определенную долю эффективности принимаемых решений. Критерий оценки эффективности труда, одной из них является почасовая оплата труда. Но это не самое важное, считает общественный деятель Аскар Бишимов. Почасовая оплата — это не значит, что просто человек может с утра до вечера сидеть, ничего не делать и просто за то, что он сидит, получать зарплату. Конечно, это одна из 5 частей. Вторая часть — это есть, конечно, эффективность. Эффективность работы заключается, во-первых, в его умении анализировать, в его умении прогнозировать. И кроме этого вносить свои предложения по улучшению того или иного направления. Это плановость. Плановость, где устанавливаются очень четкие цели, задачи, ставятся в глобальном, страна куда движется. Ну, к примеру. Почасовая оплата труда – один из видов повременной системы, когда для исчисления заработной платы по каждому конкретному работнику устанавливаются расценки за 1 час работы и считается количество отработанных им часов. Официально минимальной почасовой оплаты труда в Кыргызстане нет, оно высчитывается автоматически, исходя из минимального размера оплаты труда и количества рабочего времени. Мы решили узнать мнение простых граждан о внедрении почасовой оплаты труда. Ну, я думаю, что это до двух концов палка там, и в принципе это и правильно. Вот. Ну и в принципе много есть, конечно, своих противоречий, там, нюансов. Ну вообще почасовая оплата — это вообще же такие контрактные же, вроде бы и только с частными лицами как бы практикуются в основном. Я как бы госслужащим не был никогда, и не знаю, как это может выглядеть. Жакшы да, мисалы, 12 саатка 700 сом алгандан көрөкчү, саатына алып коюп жумушуң бар болсо кете бересиң да. Да, свободный убакыт көрөк болот дегеним го. Балдары садиктен аласың, мектептен аласың. Я преподаватель, мы все получаем почасовой, поэтому я уже привыкла к этому. Для вас это не новость? Для меня это не новость. Отметим, в настоящее время почасовая оплата распространена в США, в Канаде и во многих европейских странах. Разговоры о введении почасовой оплаты труда в Кыргызстане начали недавно с приходом нового правительства. Каждый видит в этом свою выгоду. Минфин – возможность красиво отчитаться. Работодатели – возможность вести гибкую занятость и снять с себя обязательства. Депутаты – возможность попиариться. При этом кыргызскому работнику даже в самых смелых мечтах не предлагается почасовой оплаты, сравнимой хотя бы с минимальной почасовой в самых бедных странах Европы, отмечают эксперты. Азамат Кенжешев, Улугбек Сулайманов, Нью ТВ.